Есть и такой Бросаешь меня с цитатами. Сколько вам лет, мистер Фьюри? Опять спрашиваешь, что тебе надо? Всем привет, мы на Крыльях ТВ. Сегодня у нас в гостях Заур Цугоев. Привет. Привет. Давно хотели позвать, но сейчас появился повод. В Владикавказе недавно закончился первый международный фестиваль аутентичного кино «Алания». По итогам конкурсной программы в номинации «Лучший осетинский фильм» ваш фильм «Охотник» занял первое место. И я вот хочу спросить, как вы считаете, такой фестиваль, он нужен был Осетии? Безусловно, фестиваль нужен Осетии. Вообще людям, которые занимаются кинематографом, нужны такие фестивали, особенно молодым. Это у нас тоже когда-то давно были мысли, думали, вот надо пока поснимать, потом что-то организовать. Но повезло, наша подруга давняя Тамара Сокурова, она приехала, загорелась вот такой идеей, говорит, я сделаю. Мы говорим, вперед, мы будем рядом. И вот она провела достаточно крутой фестиваль, особенно для первого раза, особенно в Осетии. Фестиваль проходил в отреставрированном кинотеатре Поте, очень крутое заведение. Она привезла очень крутых ребят, экспертов, в кинематографе, так скажем, это эксперты из журнала «Сеанс». Были крутые спикеры. И фестиваль вообще для молодых кинематографистов это возможность просто посмотреть на свою работу со стороны и услышать некий фидбэк от людей, которые в профессии, это в первую очередь. Плюс это какой-то нетворкинг, знакомство. Люди общаются, люди вместе смотрят кино, получают эмоции, обсуждают. Это тоже своего рода тоже такая психотерапия такая. Особенно для тех, кто любит кино. Поэтому, да, этот фестиваль надо было приводить. Давненько у нас не было кинофестивалей такого масштаба. Такое мероприятие повторится? Я надеюсь, что это не разовая акция. У Тома планы большие. Мы тоже со своей стороны, будем стараться снимать фильмы, чтобы тоже представлять нашу республику на нашем же фестивале. Надеюсь, повторится, да. Это важно. А результатами вы довольны? Честно сказать, мне тяжело судить свои работы в целом, потому что это, я не могу быть объективным. Я каждый раз смотрю, думаю, вот здесь надо было так сделать, так. Кино оправданий не любит, особенно зрителю и экспертам, как это, что не так. Это чисто вот мои внутренние какие-то ощущения. Изначально мы не делали кино для этого. Во-первых, мы начали делать кино, потому что нам нравится кино. Мы научились немножко его делать, и теперь на практике пробуем это ремесло освоить, так сказать. То есть у нас ни один проект изначально не ставил задачи, вот надо сделать на фестивале. У нас изначально давай рискнем, давай попробуем. Каждый раз это игра в темную. На монтаже, когда ты все это уже видишь, думаешь, вроде бы неплохо, вроде бы можно людям показать. Не стыдно будет хотя бы. Хотя бы не так сильно стыдно будет, вот так я скажу. Можно посмотреть. Конечно, приятно, когда еще занимаешь какие-то результаты. То есть, особенно если это не местный зритель оценивает, ты тогда понимаешь, значит, мы можем снимать об Осетии. На российском, как минимум, уровне, то есть нас будут понимать где-то другие люди с другим мировоззрением, с другой культурой. Значит, вроде в правильном направлении. И в целом, я думаю, задача сегодня такая у нас стоит. Да и для каждого региона, для каждого народа найти свой киноязык. То есть заново отыскать его. К сожалению, у нас очень долгий простой был в кинематографии. Только такие вспышки. И вот не хочется быть тоже очередной вспышкой, а хочется как-то вот это до Был ума какой-то довести. период в российском кино, когда на первый план вышли фильмы малых народов. Вот был в Якутии фильм на якутском языке, то ли «Пугало», то ли «Чучело», сейчас не вспомню, замечательный, мне очень понравился. Разные казахские фильмы, бывшие страны СНГ. И как будто бы мы могли вписаться в этот контекст.
осетинское кино об Осетии. Не, на самом деле это никуда не уходило. Вообще, если брать советский кинематограф, он так и работал на самом деле. У каждой республики были свои киностудии, ну не у каждой были киностудии, то есть, допустим, на Кавказе была Северостинская студия кинохроники и Тбилисская. То есть две киностудии обеспечивали полностью материал всего кавказского вот этого субстрата, то есть выходили фильмы и про нас, и про Дагестан, ну короче, снималось, этот котел кипел. То же самое Средняя Азия, то есть Казахфильм, там много тоже было. Кстати, наши земляки, многие оттуда и начинали свои работы, так скажем, как актеры или там как режиссеры. То есть и это все работало так. И советский кинематограф, он разный. То есть там не только фильмы про войну, там фильмы, взять «Не горюй, отец солдата», да, ну там что не именно. Это все представляет нашу большую культуру нашей страны, я так понимаю. Но этот мейнстрим, он и сейчас есть. И Только... вот отсюда вытекает важный вопрос. Фильм об осетинах должны снимать только осетины, потому что в рамках круглого стола во время фестиваля возник спор бурный по поводу фильма Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Это вот осетинский фильм, это фильм на осетинском языке. Вот такой вопрос. Снимать должен осетин об Осетии фильм? Нет, это уже какой-то национализм нездоровый. А мне кажется, просто сложно же понять все равно культуру чужую. Ну, зачастую сами носители культуры не понимают своей культуры. Это тоже и присутствует. На самом деле здесь нет проблемы, какой этнической группы должен человек снимать. Во-первых, да, естественно, мне там про Остин снимать гораздо проще, потому что я чуть-чуть глубже погружен. Но если я захочу снимать про Римскую империю, мне же итальянцы не скажут, вот ты не итальянец, там, сколько великих фильмов было снято другими. Иногда это даже со стороны взгляд будет более точнее, чем у меня как носителя культуры. Здесь вопрос не в этом. Я думаю, здесь вопрос в подходе. То есть, если ты собираешься снимать фильм о каком-нибудь народе или о какой-нибудь там древней цивилизации, я думаю, режиссер, сценарист, они должны очень глубоко погрузиться в материал. То есть не поверхностно, невозможно снять про Великую Отечественную войну, почитав там один рассказ о войне, и при этом не провести вот этой исследовательской работы. Ты, особенно молодым режиссерам, которые как бы не застали это время, зачастую смотришь фильм там молодого режиссера о Великой Отечественной войне, и у него даже в диалогах проскакивает, тогда те люди так не говорили, как нам показывают. То есть надо просто глубже проработать. Но с другой стороны есть бизнес или какие-то амбиции, которые заставляют, я думаю, ребят залетать чисто на таланте. То есть если берутся какие-то темы, связанные с этносом, как бы человек искаженно представляет о прошлом. И поэтому круто бывает, когда там творческая команда, там сценаристы, они вот погружаются, да, почему мы смотрим, любим «Властелина колец», почему мы смотрим, любим «Игры престолов», потому что Питер Джексон не побежал снимать, потому что он талантливый. Он на протяжении очень долгих лет изучал мифологии скандинавские, своих народов, мировых. И поэтому, если бы он не был так погружен в какие-то темы, такого фэнтези бы не получилось. У «Властелина колец» есть хорошая еще такая штука, называется литературный источник. Хороший литературный источник. На самом деле в кино очень мало фильмов, снятых по книгам, которые как бы выглядят на том же уровне, на каком и литература. То есть по литературе адаптировать сценарий по «Войне и миру» — это очень сложная работа. Вот у меня был к вам такой вопрос, Да. Что сложнее снимать, оригинальный сценарий или адаптированный? Да нет, это вот первый закон сценаристов, я считаю. Пиши то, о чем ты знаешь. Не надо писать то, про что ты не знаешь. Так ты быстрее научишься писать.
То есть, опять же, и мы придем к тому, что хочешь про войну и мир, изучи матчасть, будешь это знать, и через свою там призму, через себя пропусти этот материал и сделай кино хорошее. Ну, в итоге «Разжимая кулаки» никому не понравился. И вот Нет, я как не, никому... многие ругали. Я помню, были комментарии вообще. Ты меня все равно заставляешь комментировать этот фильм. Во-первых, он же как бы занял награды на Каннском кинофестивале, даже на «Оскар», по-моему, номинировался. Не, на самом деле, мне чуть-чуть этот фильм не мой, потому что я понимаю, что среди нас, вот, ну, в Осетии такого не могло бы произойти. Вот как Станиславский говорил, не верю. Просто это взята какая-то такая социальная история. Погружена в Да, нашу реалию. то есть мной пытаются, да, поманипулировать, вот там жесткий отец, там у нас, я не знаю, у меня вот строгий отец. Ну, это что такое? Не Да, видела ну особо. это не такая строгость, ну, нам показывает, ну, не присущей нашей манере, там, допустим, вот таких отношений я даже не видел среди семей наркоманов такое. Ну, то есть разная дичь случается там в жизни, там, да, жесткие, ну, это ситуативные вещи, так, чтобы вот, пожалуйста, у нас народ такой, который со дня своего появления проходит такие горести и трудности, что это только в веселых песнях потом у нас или в этих героических песнях остается. О чем мы говорим? У нас его, ну, как сказать, после Беслана народ не сломался. Так-то. Как бы это жестоко, жестко. Ну, о чем мы говорим, мы Остины у нас на похоронах. Это как бы, как, по-моему, Абаев где-то написал. Остины, говорит, пришли радоваться жизни и пренебрегать смертью. То есть, показывая нам такие вещи, я так смотрю, да не, где-нибудь, может быть, в другой географической плоскости, в другой вселенной такое бы могло быть. Я там знаю, там Остин из неблагополучных семей много, там разных у нас историй есть. Вот. Как будто бы... И это же не только у меня откликнулось. Ну, меня Это же смутило... в целом местному контингенту не зашло. Даже то, что он на остинском языке, это еще не делает его остинским фильмом. Там... Поэтому на вопрос Сармата я и сказал, это фильм на остинском языке, но не про Осетию. Не про Осетию. Просто меня что в этом фильме смутило, я очень сильно не люблю, когда кульминацию фильма никак не подвязывают к содержанию фильма. То есть, когда, ладно, концовка может быть неожиданна, но до нее зритель тоже должен дойти. Вот в фильме «Помни меня», голливудском, просто идет фильм, а потом в какой-то момент главный герой оказывается в башнях-близнецах. Так не должно быть. Должно быть хотя бы спрятанное где-то это ружье, но чтобы я его почувствовала и поняла, что мы к этому можем прийти. А вот в середине фильма делать такой твист, это немножечко некрасиво и неправильно, по-моему. Ну, вот смотри, я так думаю, это только мое мнение, я думаю, кино это дело вкуса на самом деле. Ну, я считаю, не бывает плохих фильмов. То есть любой фильм это какой-то опыт, это какой-то масштаб, это какие-то затраты сил людей, которые верят, что они делают шедевр. И даже плохой фильм, казалось бы, он может чему-то научить, как минимум, как не надо делать. То есть в свое время Тарантино посмотрел очень много плохих разных фильмов азиатских. И снял Мы знаем хороший. это. Да, и я уверен, он оттуда для себя какие-то вещи подметил, украл красиво, как он говорит. И то есть это постоянный процесс изучения этого ремесла. То есть и поэтому судить, что пытался заложить режиссер, мне тяжело. Вообще кино очень просто оценивать. Понравилось, не понравилось. Все. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Иногда выходишь, о, Вин Дизель. Ну, это фильм-аттракцион. Нельзя требовать от жанра то, что в нем что не ему заложено. не заложено. Да, я пришел посмотреть Я тоже так на всегда говорю. Ну да, то есть, но сегодня у нас из-за того, что очень много контента, то есть раньше кино это был как праздник, поход какой-то, ну, а сегодня настолько много контента, он разный, его много, там хорош, как, ну, каждый свое все равно найдет. То есть нет такого, по мне. Я не знаю, что закладывают режиссеры. Иногда я вот, допустим,
тот же охотник ко мне подходит, говорят, там, вот вы там, какую мысль заложили. А я так смотрю, вспоминаю эту сцену и понимаю, я туда ничего не закладывал. Ну, мы увидели, да. Да, я просто спасал материал и применил какой-то там технический прием там. Ну, то есть я не буду, конечно, все это внутренне рассказывать, но зачастую времени что-то закладывать не бывает, особенно когда ты в стрессе снимаешь, ты думаешь, лишь бы никто не пострадал. Перед тем, как перейти к разговору с вами, все не получается, о вас точнее. Вот сейчас тоже хочу спросить, мы начали говорить о жанрах. Сейчас как будто происходит некое смешение жанров, потому что кино, которое оказалось попкорновым, таким, которое пришел, посмотрел и забыл, выходит на новый уровень. У нас снова, как и когда-то, хорроры вышли на план. Вот «Студия 24» и «Неон», они прям их вывели на какую-то новую ступень, когда это уже авторское кино. Допустим, у нас сейчас на повестке боди-хорроры, типа «Субстанция», «Одно целое», вот такие. То же самое происходит с типичными боевиками. У нас есть Джон Уик. Это шедевр, я считаю, потому что Джон Уик — это романтический герой. Он вот литературный романтический герой, который был вот в период романтизма, в эпоху романтизма. Просто помещенный вот в нашу реальность, и мир прописанный отлично просто. И сейчас вот даже его пытаются пародировать, и получается уже хуже намного. И сейчас поле не паханное в этом плане для создателей, для режиссеров, но, опять же, ориентируясь на Голливуд, не в России. Да, на самом деле вот все давным-давно снято, все давным-давно рассказано. Ну вот реально, если посмотреть киноиндустрии 100 лет, какие только темы не поднимались. Как говорят, пиши, снимай то же самое, только по-другому. Ну, то есть тот же Джон Уик, да, вот все думают, это новый боевик. Ничего подобного. Такие трюки делал и Джеки Чан, и в свое время многие кто делал такие же вещи. Тот же в последней части, как его, Ип Мана кто играл? Донни Йен. Вот. Он делал эти вещи еще там в 80-х, такие съемки, они пробовали, экспериментировали. Джон Уик вообще за 3 дня до съемок у него бюджета половины не было. Мало кто знает, что на него вообще никто не ставил. А круто получилось, потому что режиссировали каскадеры. Каскадеры «Матрицы» дублировали когда-то Киану Ривза. Ну, и они выступили сами режиссерами. Вообще вот этот стиль боя был разработан для Стэтхэма, я не помню, для какого-то фильма. То есть это чуваки, которые в простой драке начали искать некую драматургию, некий стиль. Поэтому у них это вышло круто. Ну, то есть на Джон Уика никто не ставил. Но то, что они придумали, это было не под Джон Уика придумано, это придумано было еще в 90-е, 2000-е. А потом был Найшулер с фильмом «Никто», и там уже не получилось, потому что там это среднее что-то. А я объясню, в чем прикол. Это вот знаешь как, вот ты берешь, вот у тебя нету красок, и ты взял углем, нарисовал крутую картину. Ну там, или нарисовал крутую картину, и все. Вот это оригинал. А такую же крутую реплику повторить очень тяжело. Это тебе, то есть сделать подделку намного тяжелее, чем нарисовать оригинал. То есть я считаю, те, кто может подделать красиво картину, это лучшие художники. То есть скопировать работу какую-то там великую, и чтобы никто не понял, в чем отличие, это надо быть на 2 головы выше, чем оригинал. Ну, то есть, поэтому это тяжело сделать, я не знаю. Опять же, у кино свои задачи, у каждого жанра свои задачи, у каждого режиссера свои мысли. Это тяжело анализировать так, я не знаю. И в принципе все это циклично, то есть из старого какие-то приемы берутся. Сегодня новые технологии позволяют, да, как LED-экраны, это старый проектор, на котором раньше снимали, тоже проектор ставили, картинку запускали. Там Джеймс Бонд ехал, дорога убегала у него. Просто это сегодня технологии позволили двигать эту картинку. Завтра что будет, я не знаю. Это постоянный процесс, он развивается, но он как колесо давно придумано. Никто же не придумал новые законы драматургии. Вот они как сформировались с театра. В постмодернизме как? Все уже сделано, возьми, просто сделай, переделай. Ну да, ну что-то новое, ну сам феномен кино ты заново не придумаешь, так же. Ну, там, да, новую кинокамеру можно сделать, но принцип ее работы остается такой же. Ну то есть
Поэтому мы думаем, просто поколения меняются уже. А вы посмотрите старый документальный фильм Бондарчука-старшего, как снимали «Войну и мир». И вы удивитесь, в то время, с 61-го, по-моему, по 65-й они снимали. Уже были панорамные головки на дистанционном управлении, вот роботы, камеры у них были. Да, железные, но они работали. Там были пауки, вот как на футболе ставят, они на трассах запускали камеры. Посмотрите, там в 61 году уже были технологии, которые сегодня просто в карбоне, тогда они в железе были. И ты думаешь, как тогда снимали эти чуваки? Ты сегодня просто даже отдохнуть 5 человек не можешь организовать, тяжело. А там 1500 только конный полк был, по-моему, если я не ошибаюсь. Кинополк сделали там для этих съемок. Ну, то есть все от задач, от масштабов, от людей зависит, вовлеченных в это действие. Не знаю. Теперь поговорим о вас. Абы. Какое у вас образование? И следом у меня сразу второй вопрос. Должно ли быть у режиссера профильное образование? Вообще- Обязательно ли это условие? Вообще образование должно быть. Я думаю, хоть какое-нибудь, но должно быть. Хотя бы житейское. Да, должно быть, конечно. Я вообще строительный закончил. Я инженер-строитель закончил ГМИ. Я не знаю, как дорога так сложилась. И попал через творчество, через КВН, так попал в кино. Как-то сам не понял. Уже скажите поподробнее. Это очень Не, интересно. на самом как. деле в КВН пошел, чтобы мне не было, закрывали в институте. Мгм. Ну, я-то учился хорошо, но В просто... ГМИ? Да. Просто когда тебе легко дается что-то, можно не ходить на пары. То есть, но за не было приходилось ответственность нести. Я пошел, думаю, ладно, КВНом позанимаюсь. Так затянул этот процесс. И уже потом, там в 2012 году как-то пришло понимание, что хочется вот кинематограф изучать. То есть это резко пришло, этого не было всегда. Не, это всегда, наверное, как-то было, потому что я с детства люблю кино. Наверное, это тоже детство такое, что кроме кино ничего не было там. Ну как, да, я закончил. Ну, мы уехали и начали учиться на практике, так скажем. Мы, поработали на кухне Мгм. большого российского И кем вы кинематографа. работали? Я знаю то, что разные были. Да, пришлось, так как у меня четкое понимание было там, чем я хочу заниматься, я начал изучать все с самых низов. Я пошел работать осветителем. Там же, работая осветителем, я и с другими цехами коммуницировал, спрашивал постоянно, всех запаривал, а это как, а это что, почему, зачем, плюс наблюдал, смотрел. С Людвигом вместе начали работать, он художником Людвиг — прошел. это Людвиг Джойф, который Людвиг сценарий Джойф, пишет, да? который мой соратник, мой брат. Вот мы сколько уже идем по этому пути. Да, мы и сценарий пишем, вот сейчас он продюсирование изучает, так скажем, юзает. Вообще я думал, он актером будет. И Ну он вот так я думал. посмотрела фильм «Лайф», Да. и, это больше, конечно, похоже на КВНский скетч, такой короткий, потому что короткометражка, и такая она Да. с юмором получилась. И вот там Она он не снимается. получилась. Она не получилась, но вышла с юмором. Да. И там, как я понимаю, Людвиг в Да. главной роли. Да, это был, вот я же говорил, мы, поработав так лет 5 в кино, и каскадерами работали. Это там отдельно надо за каждое, это там у нас времени не хватит, как-нибудь я потом это расскажу. После фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» каскадеры теперь кажется какая-то супер нереальная интересная Не, профессия. на самом деле, в Америке, да, у нас в Трудовом кодексе до сих пор нету такой профессии, как То есть каскадер. никаких да. прав, ничего нет в плане. Нет, хотя российские каскадеры считаются даже круче китайских. Но они, как я понимаю, в Голливуде тоже работают. Ну да, они считаются круче. Они делают иногда такие трюки, которые даже Джеки Чана каскадеры не сделают. Особенно, что касается там конных трюков и таких каких-нибудь сумасшедших, где просто смелость нужна прыгнуть. Там есть очень крутые у нас там ребята, с нашей страны, и соседей тоже, в частности, это вот и Эльбрус Суртаев, известный тоже каскадер,
Конник, это и Алан Диамбеков, это и много. Я вот в свое время туда много, я с Тиной в целом с России уехала работать, людей, каскадерить в смысле. Ну, в общем, грубо говоря, вы пожили в Москве, чтобы набраться опыта. Ну да, честно говоря, потому что на тот момент не было ни интернета такого, где ты мог какие-то курсы посмотреть. То есть это только это 2012 год. Мы тут пробовали что-то делать. Плюс здесь и спросить не у кого было. То есть есть люди, которые занимались кино, но они занимались это во времена там Советского Союза. Ну и есть понимание, мы уже не в Советском Союзе, грубо говоря, сегодняшние технологии надо изучать сегодня. Чтобы догнать, это надо делать в 5-10 раз быстрее, и, потому что каждый раз у тебя обновляется. Полгода программа обновляется, полгода новые камеры. И ты только-только изучил одно что-то, и даже монетизировать не успеваешь, там уже новое что-то выходит. То есть, чтобы этот разрыв сократить, вот мы уехали, да, получать этот опыт. И, ну, потом, конечно, учитывая, самоназваться режиссером, конечно, можно, но все равно нужен какой-то документ. И вот Лебедев Николай, это режиссер «Легенды 17», «Змеиный источник». Ну, этот, сейчас, вот Нюрнберг, последняя его работа. Ну, он очень конструктивный режиссер, так скажу, мастер, да. Ну, я точно помню, что когда вы вернулись, даже я слышала, что некий Заур Цугоев вернулся в город, такая легенда, и то, что он начнет сейчас делать кино. Я помню, что вы даже открыли киноклуб на Маркуса. Да, ну, я не собирался на самом деле тут заниматься такой деятельностью. А почему вернулись тогда? Ну, я же говорю, так складывается. Я увидел у молодежи запрос, да, и ну, не то, что... Мы в Москве просто какие-то вещи начали снимать, пробовать, и это до сюда дошло в виде роликов. То есть я какие-то боевые сцены мы разводили, что-то экспериментировали. До сих пор надо это довести до ума, такую, как говорится, идею эту добить надо как-то. Пока. Ну, там нужны технические еще какие-то решения. У нас пока нет таких ресурсов и институтов. И вот что тогда больше всего в этом слухе удивляло, я с Каурбеком Бароевым, у нас был выпуск про нартовский эпос и про возможные его экранизации, и я помню отчетливо, что тогда, когда вы приехали, ходили слухи, что вы хотите сделать анимационную версию, адаптацию нартовского эпоса. Да, мы делаем ее. До сих пор делаете? Да. Я думала, забросили. Нет, на самом деле, просто на самом деле, чтобы это сделать на уровне, да, ну, я боюсь такие цифры озвучивать, что надо. Ну, И сколько людей должно это и делать. опять же, благодаря Каурбеку я узнала цены. Да. То, что мультик, это, конечно, очень дорого. Ну, опять же, изначально это индустрия очень богатых людей, либо государства. Но в этой индустрии всегда есть люди, которым просто нравится это делать. Это чуть дольше путь, потому что тебе надо постоянно доказывать. Тебе надо доказывать, короче, тем людям, которых ты вовлекаешь в этот процесс, веру в них вкладывать. Не у всех хватает дыхалки, так скажем, постоянно проходить это. То есть этим надо жить. И такие примеры есть, их гораздо больше на самом деле. И надо дойти до такого уровня, что ресурсно тебе откроется этот мир, тогда можно делать такого уровня проекты. Да, ну, по нартскому эпосу я так скажу, наверное, в плане кинематографа и в плане анимации больше, чем у нас материала в разработке, вряд ли у кого-то есть. И это не на словах, это и показать можно. И в 3D есть, и в каких-то сценарных зарисовках есть. И много что есть на самом деле. Но этот материал, он пока как вино стоит, набирается. Я думаю, может, мы не сделаем, но может кто-то дальше продолжит это. Но на самом деле, честно говоря, все хотят угадать. Ну, вы понимаете, ну как, смотрите, есть две проблемы. Есть две проблемы. Вот вы привлекаете художников, аниматоров, которые будут работать. Людям надо что-то кушать, людям надо за это платить. А когда нет финансирования, а это вторая проблема, где найти финансирование Так такое? не работает.
А как быть? Люди, которым надо платить деньги, они, наверное, уже своим трудом заслужили такие зарплаты. И тогда надо найти эти деньги и заплатить этим людям. Мгм. И тогда ты не будешь оглядываться. Здесь нету такого. У нас кадров нету. Кому платить? То есть проблема в том, что Ребятам нечем платить, а некому платить? Некому платить. Нечем платить. Да, можно я вон свою квартиру продам, если прям кому-то надо. Но я не уверен, что здесь кому-то надо платить. Потому что мы здесь платим всем знаниями, которых, что-то я не видел, чтобы кто-то уехал, и как мы потом вернулся. Все куда-то уезжают, они устраиваются, они просто винтики в этой машине. На самом деле. И просто у кого-то пайка больше. У кого-то зарплата больше, и все. Мы кино занимаемся не для этого. Я точно. Мне легче по стройке двигаться и зарабатывать эти деньги, чем вот так. То есть здесь есть ребята, у которых есть потенциал. Нам платить деньги за потенциал. Но на самом деле, не знаю, это в смысле не в плане, это так работают и большие, я думаю, корпорации. Если ты хочешь работать и зарабатывать деньги, изучи ремесло, научись снимать, стань оператором и едь. Таких, как ты, много работает в индустрии, камермены зарабатывают. Научись там монтажу и монтируй. Но когда у нас чуть другое, мы хотим свое, мы хотим создать свое комьюнити. Полностью от и до, со своей внутренней кухней. Складывается ощущение, что даже вы работаете на голом энтузиазме. Мы работаем на голом энтузиазме. Нам это нравится. Почему я не должен заниматься то, чем мне нравится? Многие просто, знаешь, как думают, вот заработаю денег, и тогда займусь своей мечтой. Но я не знаю, такого не видел ни разу еще. Потому что время самый ценный ресурс. Пока ты будешь зарабатывать эти деньги, может, и мечта уже не такая уж и мечтой будет. Люди же меняются, взрослеют, растут. Кушать надо. И я думаю, мы не единственный такой пример. Многие просто не знают биографию тех великих режиссеров, о которых они ходят, говорят или хотят быть на них похожи. Кто-нибудь знает, что Дэвид Линч, царство ему небесное, да, там у него в таком положении был, он газеты разносил, там на пленку эту копил, подрабатывал. Нет, никто не знает. Все знают, вот Линч, там, Twin Peaks, там еще, я все фильмы его не помню уже. Там, вот. Или там возьми, Сталлоне это такой самый популярный пример, да. Харрисон Форд. 40 лет этим работал. Как он называется? Столер. С деревом работал, мебель делал, декорации делал. Да, играл в театре там, его просто помогал актерам, его Лукас увидел, и в 40 лет жизнь у человека поменялась. И вот так каждого можно. Первые фильмы Скорсезе или там Кэмерона кто-нибудь посмотрит, он скажет, что перед ними он гений, что они тогда снимали. У нас просто хотят жить, как они, но не проходить путь, как они. А его приходится проходить. Не у каждого получится с деньгами снять что-то. Опять же, все зависит от того, какая сверхзадача стоит. Но это опять могу ошибаться. Каждому свое. Я помню, даже киноклуб был бесплатный. Да. И нас несколько раз убирали, я знаю. А почему закрыли? Почему? Мы меняли каждый раз локацию. локацию. Я не знаю, с чем это связано. То есть где-то объективные, наверное, причины. Ничего плохого не было. Просто в какой-то момент начали приходить не люди, связанные или желающие связать себя с кинематографом, а просто люди приходить начали. Почему нельзя зрителям просто было прийти? Можно было, так они и начали приходить. Ага. То есть если мы до этого собирали... идея была в чем? Я собирал ребят, кто хотят кино заниматься. И вот после просмотра мы садились и разбирали там сценарную составляющую, операторскую. То есть разбирали фильм на запчасти. И я старался. Вот очень крутой этот эксперимент можно провести с любым человеком. Про что фильм спрашиваешь человека, не всегда человек понимает, о чем. Это сложный вопрос. Это очень простой вопрос. Я могу на него ответить по-своему, и это не совпадет с вашим мнением. У режиссера всегда есть идея или тема, которая во всех его фильмах присутствует. Она никогда не бывает одна, как и в литературе. Всегда, никогда. Да. Уверяю, всегда практически каким-то боком
то, о чем... Вот Хичкок почему убивал всех женщин? Потому что у него мать была очень властная, и он убивал во всех своих фильмах практически женщин старше 30 лет. Там практически нету молодых дам, которые погибли в 18 лет, там, как Джульетта. Там все взрослые женщины. Это вот его боль была. Вот он в психо прям там даже в цвет связана с матерью проблема. Там. И так по каждому режиссеру можно пройтись. У каждого есть одна тема, какую бы он другую ни снимал, она там будет. Ну, это сквозная такая, Да, лейтмотив конкретного да, художника. Он всегда бывает. Да. Он всегда бывает. И зачастую люди смотрят фильм и не... Вот «Крестный отец» про что фильм? Все же знают. Все знают Первое, «Крестного что отца». приходит на ум, про семью. Нет. Ну, Ну, «Крестный отец» — это скорее про зло. нет. Да как нет? Это про, не про зло. Это про разрушение личности. И «Апокалипсис» Ну, то, что сегодня тоже. Майкл разрушил Да. свою личность, став своим отцом. Да, он стал этим Доном драконом, Корлеоне, с которым да, он боролся. да. И Но «Апокалипсис» это же зло. Нет, нету, ну, допустим, у меня нет такого понятия зло. Мгм. Зло нету. Ну, что значит зло? Ну, то, что он, ну, грубо говоря, у Это нас всегда есть тема как добра и зла. в русской поговорке, что для русского хорошо, для Ну немца да. смерть. То есть это с какой Но перспективы Майкл мы стал не на ту смотрим? сторону. Пришел туда, Относительно чего? относительно того, кем он был в начале. Он А себе он- изменил. А может, он был изначально такой и притворялся тем хорошим? Мы Ну. же не знаем. Ну, понимаешь, то есть термин добра и зла нужен человеку, чтобы на самом деле просто оправдывать свои, как сказать, эти необдуманные действия, либо намерения корыстные. Вот поэтому нужна тема добра и зла. Есть поговорка: «Добро, говорит, поставила зло на колени и жестоко отрубила злу голову». И вот, на самом деле, почему нам, как осинам, может быть чуть проще, у нас вот эта дуальность, она не отрицает друг друга. Мгм. Это всего лишь закон выживания. И все. И в кинематографе то же самое. Я же говорю, нету плохих фильмов. Есть просто понимание и кто какие цели преследует. Опять же, я не знаток прям, я не эксперт прям. Мне, допустим, не заходят фильмы, где мне показывают, там, знаешь, какие-то чьи-то страдания, терзания. Мгм. Непонятно из-за чего. Просто их слишком много. Да, таких. непонятно из-за чего, да, то есть я вот видел людей, которые реально живут плохо, но они всегда улыбаются, у них нет такой проблемы, там, знаешь, еще кому-то жизнь осложняют. Зачастую такие фильмы снимают люди, которые живут комфортную Хорошо. жизнь, да, конечно. И ничего страшного в этом нету, если ты исповедующий. То есть ты это, ну, опять транслируешь, что вот видите, все так должны жить или вот так. Да, почему того же с тем же Балабановым, допустим, в плане «Груз-200» многие не согласны. Я вообще Балабанова не люблю. Ну вот, ну просто он это через свой опыт показал. Ну так во всей России не было. В России в 90-е тяжело было. Ну, я помню. Ну, не так, чтобы вот прям вот «Груз-200», прям Мгм. вот. Ну, может, это Знаешь, утрированная просто... метафора. Не, знаешь просто в чем проблема? Вот, допустим, смотри, вот мы живем на районе, Мгм. и вот в моменте появился, раз в 50 лет появился на районе маньяк. Мгм. И от этого маньяка, короче, весь район называют, короче, именем этого Мгм. маньяка. Но это единичный случай. То есть вот я был на лекции как раз вот во время фестиваля, и вот очень крутая лекция была про неореализм. То есть мы всегда, вот, то есть мы не главные, параллельно что-то всегда происходит. Может быть интересное, может быть важное, может быть даже не важное, но веселое, я не знаю. То есть, ну, у нас из-за того, что мы вот как вот спроси любого человека сейчас, какая у тебя проблема, он тебе скажет, и он будет думать, что это проблема самая проблемная вот проблема у него. Вот больше ни у кого сложнее проблем нету, понимаешь? Мне всегда казалось, что все равно любой художник, он творит от эмоций какой-то, который Ну, у него видишь, есть. мне повезло, я не художник, я строитель. Я не мыслю категориями вот так. Я вообще считаю как сказать, я это считаю больше ремеслом все.
кроме музыки, и вот врожденные могут быть только талант музыкальный, либо талант артистичный. То есть, Ну, всегда можно, ну, вот у тебя книга, и по ней всегда можно понять, это написал ремесленник или художник. не, смотри, научиться писать может любой. Да, но это не будет великим текстом. 100 секунд. Зависит от того, кто сколько времени дальше. Просто великие, они продолжают это ремесло непрерывно, как сказать, практиковать. И в какой-то момент у них вырабатывается свой язык, свой стиль. И только потом они становятся великими. То есть научиться этому может любой. Петь, если у тебя нет слуха или голоса, не каждый сможет. Хотя были примеры композиторов, которые не обладали там идеальным слухом, но чувство ритма было. То есть, согласись, там артистизм тоже. Есть дети, они рождаются уже вот без комплекса. Это вот на него смотришь, он уже в люльке артист. Вот он ему любой текст, да, он его будет, ему даже играть не надо. То есть у него природная харизма идет впереди него. Опять же, если он это разовьет, то из него выйдет какой-нибудь, я не знаю, Янковский или Миронов. Научиться этому с нуля прям тоже можно. Но, допустим, вот с моим лицом я не сыграю любого человека. А артистичный человек с детства, кто это развил, он сыграет вот, как этого, Дэниел Дэ-Льюис. О, ну это да. Ну, таких гениев мало, но они рождают. Он сыграет тебе кого угодно, и у него меняется именно мимика. Это ты смотришь, это другой вообще человек. Он играет чувака банды Нью-Йорка, «Нефть», там, где он инвалида играл, не помню, как фильм назывался. И это вообще 3 разных чувака. И вот кто не знает, что это один и тот же человек, он не поймет, что это. Ну, и Роберт Де Ниро так не сможет. Роберт Де Ниро свой диапазон. Ну, да. Мы Амплуа. про это говорим, да. Но это не значит, что это плохо или хорошо. Это просто есть вот такое. И я забыл, о чем был вопрос вообще изначально. Ну, нужно ли образование? да. Конечно, оно нужно. Ну, то есть, на самом деле, проблема людей это от Мы про эпос отсутствия. начали говорить, да, что вот вы работаете до сих пор над ним. Ну, мы какие-то вещи нарабатываем в том плане, что вдруг завтра случится чудо, и у нас уже что-то готово. А вот у меня был следующий вопрос, откуда вообще финансирование берется? У нас нету. Никогда? Ну, у нас начиная с хип-хопа, это просто гранты. То есть мы выиграли сперва Росмолодежный грант. На эти деньги мы купили Blackmagic и звук. Мгм. Все. Это в смысле за работу никто не брал. То есть практически нереально получить от фонда кино ничего, да? Нет, реально. Это туда мы не будем заходить так. Ага. Я не подавался, я не знаю. Наверное, получают, вот, наверное, реально. Мы просто изначально как бы так. Ну, везде свои нюансы, я думаю, надо быть вхожим или дойти до этого. Это же тоже своего рода там целый пакет документов надо собрать. Нам легче собрать команду и снять, чем собрать этот пакет документов. То есть потом мы подали второй грант, полковник Санч, тоже выиграли. И на всю эту сумму опять мы купили 2 компьютера, какую-то технику, костюм один купили. Но по гранту же надо бывает отчитаться. Ну, мы строго. отчитываемся, мы не воруем. Ну, это Может, понятно. надо и воровать, я не знаю. Мы, наверное, единственные, кто отчитывается. То есть у нас вплоть, ну, у нас все, я больше скажу, мы не умеючи пишем эти гранты Мгм. и забываем заложить туда доставку, процент, таможню. То Так есть там мы в любом еще... случае меньше денег бывает, чем нужно. Ну, то есть вы Нет, только ну оборудование да, можете мы купить. потом еще свои деньги да. туда докладываем. То есть это не сказать, во-первых. И охотник та же самая система, мы получили грант, мы еще докупились оборудованием киношным. Ну, оно мне и Людвигу по факту не нужно. Оно нужно, чтобы, допустим, здесь ребята на фотоаппараты начинают снимать. И вот у него потолок, ему надо кинокамеру. Мы купили самые бюджетные кинокамеры, чтобы он понимал разницу элементарно в весе. То есть ходить с фотоаппаратом, бегать, снимать и ходить уже с весом чуть тяжелее, это уже другая механика, моторика другая. То есть понимание профессионального немножко инструмента. Для этого это все делается и берется. Ну, то есть ваш клуб киноделов
в Осетии может любой творческий человек просто прийти и сказать: я вот умею, могу ли я вам помочь чем-то? Вот я это слово пипец не люблю, я его Помочь? да, помочь. Здесь все приходят, чем тебе помочь? Не надо, мы не Мгм. беспомощные. Но мы не нуждаемся в помощи. Нам нужны соратники. Рабы нам тоже не нужны. Как бы. Нам нужны такие же ребята, как мы, которые болеют кино и готовы рисковать, терпеть. И тогда наш опыт, который есть, мы и так им делимся. Здесь как бывает, чуть-чуть что-то научились, раз в коммерцию, потом простой. Рынков-то нету как таковых тут, чтобы зарабатывать. То есть нам предлагают какую-то коммерческую. Но зачем мне идти работать за эти деньги, если я в 2014 году, работая осветителем, получал там те же самые 100 тысяч, и это вообще копейки были. Минимум, это вот, знаешь, когда проекты этот, не масштабные, так, самые средние проекты. И мне предлагают 100-200 тысяч за объем работы, который стоил бы в Москве там, от 3 до 5 миллионов. То есть это клипы, это там ролики. Мгм. То есть, а здесь этого нету, поэтому смысл мне тратить свое время на это. Я лучше буду, вот мы свои какие-то сценарии пишем, чему-то учимся. С голоду не помрем. Изучая вашу страницу на Кинопоиске, я обнаружила, что большинство фильмов посмотреть невозможно. Вот, допустим, я хотела посмотреть «Полковника Ксанти», но его нет. Ну, Я могу посмотреть «Хип-хоп Осетию», она есть по подписке на Кинопоиске. да. Как вообще вот это происходит? То, что какой-то фильм попадает, допустим, на Кинопоиск, его можно посмотреть, какого-то нет? Хип-хоп попал на Кинопоиск спустя почти 1,5 или 2 года, как мы его сделали и презентовали. То есть мы его сняли в 2021, выиграли. В 2022 он попал на Кинопоиск почти в 2023 году. Мгм. Ну, то есть нам уже, то есть почти что год или 1,5 общались, его тоже невозможно было посмотреть никак. Там фильм «Позывной», вот мы снимали про ребят на СВО, которые были. Тоже это такая история, она случилась, но у нас были какие-то мысли, стечение обстоятельств, и мы сделали это просто вот как бы, знаешь, что с Осетии очень много ребят ушло, плюс у нас очень много друзей, там родственников. Вот как-то все совпало, и мы это просто тоже там за дней 5 мы это сняли, потом смонтировали, и он на ютубе есть, он так в открытом доступе, просто какой-то ходау сделать вот пацанам, которые там. Мы его даже не раскручивали, особо не пиарили, хотя на фронте, говорят, все посмотрели. А «Полковник Санти» это тоже, вот мы его не закидываем, потому что мы вот ждали, вот, получалось, как мы закончили «Ксанти», и тут «Охотник» начался. То есть и у нас времени, чтобы «Ксанти» продвигать, особо и не было. То есть я закончил «Ксанти» в июне, Мгм. а в июле уже пришел грант по «Охотнику», а так как съемки должны были начаться в октябре, Мгм. 3 месяца на подготовку для такого фильма, это вообще с таким нереально. Просто не люблю говорить о вещах типа вот у нас там денег, это никого не касается. Просто, ну, реально, если с точки зрения производства смотреть, ну, за такое бы не взялись даже там с минимальным бюджетом. Ну, это перегрузки физические, то есть и деньги не решат. Если ты не знаешь, как это все обойти, Мгм. каких-то знаний нету, ну, это в целом стресс кино снимать. Ну, «Ксанти» появится, потому что я посмотрела Да. трейлер, мне понравилось. Там вы анимацию сами тоже делали? Да. Очень красивая анимация, мне очень На понравилась. самом деле тоже пробовали, можно и лучше, и качественнее, но учитывая, что это делали ребята, как сказать, не на самом крутом железе. Это делал Сос Кабисов, Заур Хадзарагов и Хамец, короче, пацанчик. Вот 3 человека делали эту анимацию, всю. То есть Мадрид полностью восстановили. Но у нас тоже это для нас опыт был, вот такая идея пришла. То есть, и он выйдет, скорее всего, с «Охотником», если мы вот, На какой общаемся. площадке? И мы пока не знаем. Мы сейчас все это пробуем, изучаем. Как бы мы это все Но пока на YouTube трогаем. выкладывать невыгодно, да? Там монетизации нет как таковой. Да не, нам без разницы, мы не стремимся сейчас, у нас нет задачи там произвести вау-эффект или там что-то вот какое-то
Наша задача изначально очень простая — понять весь цикл. То есть нету такой задачи. Мы объективно понимаем, что сегодня, чтобы конкурировать, зарабатывать, да, вот хип-хоп был продан, но там Это самый небольшие, популярный получается, да, да, популярная но ваша там работа. небольшие деньги тоже, там не скажу, что там. Не, с учетом вложений и выхлопа, это, конечно, если у тебя в производстве было 0 по факту, ну, хорошо, на еду, если все мелочь посчитать, еду, такси, там, кока-колу пацанам купить, я не знаю, краску. Вот у нас также в офисе разукрашены были эти 2 стены, вот так же стояли камеры, просто я диван менял туда-сюда его. А кому вообще пришла идея снять фильм «Хип-хоп по сети»? Почему именно эту тему выбрали? Да, тоже видишь, как мало кто знает. Это вообще, когда мы в Москве были, нас попросили там документалки попридумывать. Вот мы придумали 3, вот хип-хоп Осетия, это не хип-хоп Осетия была, это синопсис был написан развитие хип-хоп культуры на Кавказе. И был небольшой синопсис, и все, больше там ничего не было. Это 2013 или 2014 год. И вот 10 лет спустя это превратилось в хип-хоп Осетию. Ну, я помню, что в Владикавказе были и рэп-тусовки, и рок-тусовки. Да, но мы вообще не из этих тусовок сами. Это радикально не из этих. Ну, послушать можно, но мы как бы не фанаты. Но я посмотрела, скажу, я знала так со стороны всех этих людей. И не все были из V7 Club, и не было Мияги Эншпиля, что многих расстроило. Ну, ребята заняты. Ну да. Но в целом работа получилась. Вы довольны ей? Ну, а чего бы она не получилась? Да не, там я же говорю, таких целей не было. Это тоже подавался сперва другой грант, который забраковали, и за 3 дня до гранта мы вспомнили, что у нас есть вот такой материал, и он когда-то был переделан под Осетию, так коротко думали, что мы там весь Кавказ берем, давай Ну, локально. вы в точку попали, у нас же это прям очень На самом развивалось. деле, мы когда начали это делать, в это никто не верил. Все говорили, какое они к рэпу отношение имеют. Но мы тщательно изучили матчасть. Но на самом деле это фильм не про рэп. Ну, про развитие культуры. Я И про людей, которые этим Я занимались. думаю, это фильм про время. Да. И если бы не было такого давления, может быть, они бы так не коммуницировали раньше. Мгм. Но все остальное останется у меня в архивах и за кадром. Мгм. Он смонтирован так просто. У вас разброс, у вас есть короткометражные игровые, полный метр сейчас «Охотник» и документальные. Почему так получается, что вот нет какой-то одной линии? То есть обычно как? У режиссера у него идет его стилистика, с короткого метра он начинает, потом на полный переходит и вот уже делает. Ну да, я не собирался документалки снимать. И уже 3. 3 же? 3, да, больше всего уже документалки. Но, с другой стороны, это для меня неплохой опыт в плане документалистику мы уже поняли, по жанрам каким-то попрыгали. Сейчас будет. Не знаю, это же на самом деле просто от неимения возможности делать то, что ты изначально хочешь делать. Просто такой путь. То есть, если мне завтра кто-то скажет, давай снимем исторический фильм, вообще налегке, хоть сейчас готов. Но так вот, чудес не бывает. Поэтому мы относительно своих возможностей выбираем такие проекты, которые мы можем реализовать без потери крови. То есть даже если они сильно, как сказать, не получатся или там что-то кому-то не понравится, мы изначально для себя определили, нам нужны инструменты, нам их никто не купит. У нас даже рентала нету в городе. В Осетии нету, в Осетии, на Кавказе практически рентала нету, чтобы можно было прийти и полностью какую-нибудь технику забрать. И В аренду. В аренду, да, просто чтобы поснимать, как в Москве. И там у меня батарейка села или что-то случилось, я приехал, взял еще одну. И мне не скажут, у нас только одна камера в аренде. То есть, и поэтому с Москвы, когда едут на Кавказ снимать, у них, конечно, бюджеты очень сильно поднимаются, потому что это везут все. У хип-хопа Сети Тэфи
Что там с Каннами? Как вообще так вышло, что есть статья «Заур Цукуев и Канны»? Ну, тоже интересная история. Я снимал когда лайв. На самом деле это такая сатира была. Она, кстати, со скетчей придумана была. То есть я думал, мне ее забракуют на защите. Это была выпускная работа Да, это дипломная. выпускная работа была. Я пришел, просто нечего было сказать. Я говорю, а что, если смерть к психологу придет? И мне все, вау, это хай-концепт. Я думаю, вау, это что, хай-концепт? Ну, то есть я чуть-чуть более так, не так мыслю, как там. Ну и пришлось ее написать. Она прикольная была на бумаге, но не всегда получается снять, как ты думаешь. Ну, там тоже был эксперимент, потому что ребята молодые, в Москве за 300 тысяч 12 съемочных дней, 2 редепика бесплатно найти, плюс все практически бесплатно найти на таких скоростях. И чтобы в твоей дипломной работе снялась народная артистка Назарова. Ну, не знаю. Ну, опять же, видишь, как получилось. Это вышло бы, как я хотел. Просто из-за того, что у меня уже на монтаже ресурсов не было. Меня звукарь оставил на полпути, уехал куда-то на рейвы тусить. А мне уже... И то мой диплом, на самом деле, как сказать, из всех 20, даже вот в таком качестве, ну, от кого надо, я получил фидбэк. А в Каннах же кража была. В Каннах была кража, это вообще не фильм, это идея была Роскино. Там в Каннах каждая страна, у них свой стенд, то есть там представляют новинки, технические какие-то, ну, еще какие-то новаторские вещи, обмениваются, короче, опытом. Это такой мини-базар каннский. И на стенде Роскино представлял тему милосердия, я не знаю, там какая повестка, тематика была. Милосердие, капитал будущего. Капитал будущего, да. И Сбербанк там выделил какие-то деньги на это все. И с нашего курса выбрали 5 режиссеров. Меня там не было в этих 5. Я просто в этот момент с Людвигом выживал в Москве. И учился так, особо я. И на тот момент глава Роскино, как я понимаю. Ну, бэкстейдж мы видели с лайва. И спросили, а этого пацана почему никто не позвал? И вот мне начали звонить, ты где? А я сижу на берегу, там загораю с Людвигом в лесу, мы как Пинки Брейн думаем, что дальше делать. И мне позвонили, говорят, приди. Я пришел, есть загран? Я говорю, нету. И мне за день сделали загранпаспорт. Я вот прилетел сюда, здесь в паспортном шумиху навел, они не поняли. Кто это, что это? Мне так горячий паспорт отдали, я улетел. Но мне Франция визу не одобрила, не знаю почему. Может, из-за лица. У вас борода еще подлиннее была, я помню. Да, у меня длиннее была борода, я еще лысый был. А что это за стиль такой? Ну как обычно, астинский стиль. Мы же еще и каскадерами работали, и легче бороду сбрить, чем ее Да, отпустить. чем отрастить. Да, вот. Плюс, ну и в целом, вот. Как-то так совпало, я не знаю. Да, я за 2 дня быстро снял вот этот. А там идея была снять для интернета, для инстаграмных, там минутные этюды. Там, и вот как альманах, они вот 6 работ наших отправили. И я вот так, пока шел навстречу по дороге, придумалась вот идея, ну, которая в целом много где и была по-настоящему, когда там грабители к народным артистам залазили, узнавали. И там мы сделали такое про ветерана. Вот она поехала туда. Жаль, что я не поехал. Работа поехала. Да, мы остались здесь. Так можно было там затусить, сфоткаться. Может быть, по-другому бы все. У нас же люди любят внешне оценивать. Да. Ну ничего. Ну, как сейчас Юра Борисов с Анджелиной Джоли пару раз пообнимался, и все, это Юра Борисов. Ну да. Хотя никто не спорит, он хороший актер. Не, просто у нас, видишь, изначально нету к этому такого, как сказать. Мы же не из творческой интеллигенции вообще. Ну, вообще в целом у нас российское кино, оно всегда, никогда не первое, оно всегда равняется на Голливуд. И сейчас, о боже мой, на первый план выходит азиатское кино, которое намного лучше, чем голливудское зачастую получается. И в кино в России оно немножечко, конечно... Не, на самом деле просто зритель не оценивает процессы и все.
тебе кажется, что ничего не происходит. Вот ты говорила якутское кино. Якутское кино, прежде чем стать якутским кино, около 10-15 лет в неведении в Якутии снималось кем-то, как-то. Но оно поддерживалось хоть как-то. Там ихние короткие метры имели хоть какие-то бюджеты. Ну, прости господи, у нас популярные фильмы серии «Мажор», вот это все, ну это же... ну, это ты берешь фильмы, которые снимает сама индустрия. Это завод. Мгм. Мы не про завод сейчас говорим. Это завод, это там Мосфильм, есть куча продакшенов. Это заводы, которые снимают то, на что запрос. Это мы не Ну, смотрим. у хорошего кино в том-то и проблема. Там, вот студия А24 «Неон», они берут людей, которые делают что-то необычное, интересное, и помогают им, и они снимают хорошие фильмы. У нас... Нельзя сравнивать. Почему? Во-первых, вся американская киноиндустрия стоит на советских придумках, Мгм. так скажем. Это советский кинематограф дал все. Пример. Актерская игра. Чехов, Ну да, да, да. Станиславский. Я Драматургия. Это основа. Дель-Льюис играет по Станиславскому. Да, это же основа драматургия. С бумаги начинает. Великая литература – это русская литература. Не в обиду, у всех своя литература, но русская литература, она очень такая серьезная, так скажем, по которой даже Куросава снимал. Дальше. Технический. Монтаж придумал, монтаж Кулешова. Телевизор придумал Зворыкин из Мурома. Ну а почему так сейчас? 3D в очках и без очков, там 3D, Институт кинематографии, стереокино, 3D без очков, 22 год, Оскар за технические новинки. Кто-то это знает, не знает. Понимаешь? «Друзья» сериал, Мгм. ситком. Мгм. Ситком первый кто сделал? Ильф и Петров, 12 стульев, это первый ситком. А, ну да. Они эти лекции оставили в Америке. Просто Евгения Онегина называют первым сериалом. Да, американская культура вообще, менталитет, он такой, что так как это бывшие колонии, куда стекалась куча людей, вот эти котел он варится, то есть она очень хорошо может перерабатывать и продавать какие-то полезные вещи. То есть под себя она очень хорошо все адаптирует, если это им надо. Все, нам чуть-чуть, а мы наоборот. Мы, то есть, от нас туда уходит какой-то мейнстрим, они его доводят до своего какого-то уровня, и мы уже смотрим и копируем уже то, что они у нас скопировали, под себя переделали. Понимаешь? Мгм. А надо не копировать, надо просто, вот я же говорю, рассказывай то, о чем знаешь и как ты можешь. И тогда ты будешь, как сказать, originals, как Станиславский говорил. Миру надо себя показывать. То же самое азиатское кино, это сегодня. А кто смотрел корейские фильмы или китайские фильмы в 2012 году? Да, Хоть я думаю, один смотрели. Я думаю, нет. Да нет, всегда же турецкая. знали, и Куросаву Не-не-не-не-не. знали, и Не, эти это- Карвая знали. Нет, это ты говоришь мне за людей, опять же, которые пробили. Величины, да. Да, они пробили. Это как вот Джеки Чан пробил своими трюками вот свой жанр в Голливуде. Куросава – это первый японский режиссер, который протащил японскую культуру Ну, а до режиссеры Голливуда. Олдбоя, Ну, Ким див- Кидук, ну, еще много кто. это единицы. Мы же говорим про индустрию. Сейчас все на корейских сериалах сидят. Ну, это Вся корейский молодежь сериал, на да. аниме сидит. А аниме уже тоже почти 100 Аниме лет. всегда было, как будто. Нет, никогда не было аниме. Я стал 3 года смотрю это аниме, стал фанатом аниме, потому что пытаюсь этот феномен понять. Аниме было, особенно в Осетии, какое аниме, кто знал. Я тебе больше скажу, у нас сериалы, вот я когда начинал там смотреть первые сериалы. Клон был первый, вот эти все. Да. Рабыня Изаура, клон. вот Не, такие. это вообще это Да. телесериалы. Я имею в виду вот такие, как «Побег», там, «Викинги», мгм. «Игры престолов». Мне не с кем было даже пообщаться, Мгм. там единицы в городе. Я помню первый раз сериал «Рим» на кассетах посмотрел. Культовый сериал. И не с кем было пообщаться. То есть, когда там я поступил в 2018 году, в Москве мейнстрим «Черное зеркало». Первый сезон в 2011 вышел. Переходим к нашему главному герою, Да. фильм «Охотник». Вы, после показа была беседа с вами, с режиссером, вы рассказали, что было много интересного на съемках, но в подробности не вдавались. Можно узнать? Ну,
почему в подробности не вдавался Узнать эти подробности. или узнать эти подробности? Ну, проект тяжелый был на самом деле. Вот, и изначально мы понимали, что тяжело будет физически, морально. И в целом ни у кого из нас такого опыта еще не было. То есть я не работал еще с животными, тем более с дикими. Тем более в дикой природе. Тоже я не снимал в местах, где тропинок даже нету иногда. То есть это такой реально авантюра получилась. Ну, из-за того, что мы как бы не ожидали, что охотник выиграет опять. Очередной раз мы его подали, выиграет, будем делать, вот так внахлёст друг за другом. Получилось, что выиграли, и пришлось его делать. Вот. Многие, я, видишь, не могу вот опять сейчас я буду рассказывать, и это будет выглядеть, как будто бы я оправдываюсь. Как бы. А можно я краткую аннотацию скажу фильма? Вообще, о чем фильм? Главный герой, у вас один актер, фильм немой, кроме момента, где герой молится о Вшате. И суть в том, что охотник живет в таком уединении, но в очень богатом доме. Это прям подчеркнуто, у него 2 крутые машины, он круто живет, ужинает с вином. При этом он занимается охотой. И здесь как бы, и даже зрители заметили, мужчина спросил о том, что это сделано для того, чтобы подчеркнуть, что это его хобби. Это не способ его пропитания, не смысл его жизни, грубо говоря. Да. В фильме вначале нас встречают кадры природы, то есть птицы, животные. Это не вы сняли? Или это сняли вы? Там все мы сняли. Там были предоставлены кадры с нашего заповедника. То есть, естественно, мы лично там за орлами. Там были кадры с фотоловушек, мы попросили. За это они в таком хорошем качестве бывают? Есть хорошие фотоловушки. Парень на дроне их тоже поснимал, тоже нам предоставил. Вообще кадры животными нашими в наших горах, все кадры предоставили, я не знаю, национальный заповедник наш, который есть. Он очень огромный. Там очень много, зверей, оказывается, у нас водится. Ну, естественно, у нас не было ни времени, столько ни съемок, чтобы мы уходили в такие долгие. Во-первых, надо знать, где эти звери ходят. Ну, во-первых, страшно, дикие звери. Во-вторых, они всегда будут обходить человека. То есть все это нам предоставил национальный заповедник наш. Но ситуация с волком, вы рассказывали про волка. Волк реальный, его привезли со Ставрополя, с ним приехала дрессировщица этого волка. Пока мы готовились к съемкам, она как бы старалась его подготовить к трюкам. В итоге этот волк, попав в дикую природу, забыл вообще о трюках, то есть инстинкты в животных сразу просыпаются, и он в каких-то моментах был неуправляемый, покусал пару человек. Не сильно, но неприятно было. Как минимум не ожидая человек. Меня в том числе. То есть беркут это тоже отсюда. Нам его предоставили, этот беркут, он в аэропорту работает. Как бы они птиц гоняют. Это специальный беркут и обученный. Он более спокойный был. Вообще идея изначально возникла, мы так как понимаем, что у нас нету бюджета, возможностей, мы писали этот сценарий, даже чтобы, можно было его просто в течение года так по чуть-чуть поснимать. То есть идея, она возникла давно. Людвиг прочитал произведение нашего писателя, драматурга Коста Ивановича Хитагурова «Охота на туров». За турами, да. Да, но в целом мы как-то выросли в этой всей теме, мы пропитаны этими легендами, этими историями там об охоте, о каких-то подвигах, о героизме. И, в принципе, там Нартиада, многие вещи, нам нравятся, откликаются. В рассказе главная проблема – это жадность. Тут прям в голове охотника быстро созрела коварная мысль, одним выстрелом свалить 2 громадных туров. Расчет был верен, и он за это поплатился. Да. У вас немножечко по-другому. Я же говорю, это просто вдохновились рассказом о том, что не бери у природы больше, чем тебе нужно. Да и вообще в целом не бери больше, чем тебе нужно, потому что не всегда ты это дотащишь. То есть и особенно у нас это все на уровне и преданий, и примет, все это до сих пор работает. То есть плюс еще там истории мы разные слышали непосредственно. Сам Людвиг, у него
дядьки в свое время были охотниками, охотились, и вот они с ними, короче, они, как он рассказывает, у него дядька, он заболел, и когда, говорит, в себя приходил, он говорил, я, говорит, знаю, почему я болею, это, говорит, мы лишний раз убивали вот просто так. То есть вот в целом это в комплексе на нас как-то сработало. И был написан этот сценарий, он, кстати, написан был достаточно давно, он лежал. У нас много таких вещей, которые как бы написаны в виде полных сценариев, либо концептов каких-то, наработок. И вот он лежал, и мы его писали тоже под такой расклад, что несложно будет снять одного актера без слов, как бы и интересно, прикольно. Получится ли удержать внимание зрителя сегодняшнего с клиповым мышлением в плане без звука, ну, где люди особо не говорят, не взаимодействуют просто. Такая идея она изначально была. И вот она как бы выиграла и обрела вот этот момент. И не знаю, и мы очень много тоже общались и с охотниками. Да, конечно, там профессиональные охотники могут, там есть до чего докопаться, мне самому. Но опять же, отталкиваясь от наших возможностей, мы реально вот, то есть, где он, вы говорите, реально мы были в домах охотников. Это не бедные дома. Но там есть профессиональные охотники, то есть охотники нужны, чтобы поголовье контролировать, иначе это тоже слишком много диких зверей станет, тогда это тоже плохо. То есть должен быть баланс. У хищников тоже есть баланс. Львы не едят за раз 5 зебр. Ну, то есть хищники тоже берут сколько надо, потом кто-то доедает, потом проголодались, опять пошли на охоту. Но вот зная случаи такие, что это в основном сафари, острые ощущения, там люди зачастую даже с собой не забирают не то что тушу, а даже трофеи не берут. Разные случаи есть. Мы общались по рассказам, есть такие охотники, которые даже беременных животных убивают там, или там, как этот, маленьких животных там, оленят или еще кого-то там. Ну, разное есть, короче. В целом. И мы в целом такую по миру статистику проследили, разную, по Кавказу проследили. Ну, и в целом так думаем, еще и социально почему. Ну вот, да. Вы там в фильме все буквально разжевываете, у вас там есть эпиграфы к каждой части, Да, и в конце эпилог очень Я, длинный, прям разжевали, в рот положили, да, даже я думать не объясню надо. почему. Это тоже сделано по двум причинам. На самом деле в процессе съемок что-то не получилось Мгм. сделать, и это самый для нас простой способ связать. А во-вторых, я считаю, сегодня большинство, ну, понятно, взрослым людям не надо разжевывать им там. Это мы рассчитываем более так на поколение помоложе, а им надо разжевывать, я считаю. Не все, к сожалению, сегодня, с учетом, что выросли на интернет-ресурсах, умеют и могут и хотят мыслить. То есть, и поэтому какие-то вещи, я не считаю, что это плохо. Там тот же Голливуд зачастую, он не пренебрегает ни стереотипами, ни вот в лоб показать что-то. Ну и плюс, так как без слов все происходит, ну, где-то это может такой, знаешь, чтобы человек и задумался еще. Не просто разжевали ему, а он пусть задумается. Ну, как сказать, изначально сценарий, он, конечно, и конечный результат монтажа, они не совпадают. Как говорят, сценарий, говорят, 3 раза рождается на бумаге, в процессе съемок и в процессе монтажа. 1 раз и навсегда. Хотя доделывать всегда можно. Но опять же, на съемках, так как это впервые было, там больше мыслей были не о творчестве, не там, а каких-то режиссерских там, мыслях или там творениях, я не знаю, как это правильно назвать. Там мысли были быстрее бы снять до захода солнца, то есть все в режиме, ничего бы с актером не случилось, там этого нет. Очень много проблем приходится решать самому еще, так как команда вся, для нее это тоже первый опыт.
тоже элементарно подняться в гору, даже в небольшую, вспотели все, пока все высохнут, никто бы не заболел, потом тащить это все железо туда. То есть, по-моему, практически весь снят с рук, потому что, ну, тащить штативы, это все Беркута тащить на руках, там генераторы. Это, ну, даже без рюкзака тяжело было кому-то подниматься на эти высоты, на самом деле. Многие места мы сами первый раз увидели. Это вот благодаря нашим друзьям, которые турпоходами занимаются, менеджерам нашим. Есть две вещи, которые мне в фильме не понравились. Какие-то я, ну, с учетом того, что, опять же, это все, как это делалось, можно опустить. Но вот две, это первый момент, это вставка с трипом главного героя, где он ест грибы и трипует, и я не понимаю, зачем это было. Как это сюжетно двигает сюжет или что-то вообще, как это, для чего это работает? Эта Не, сцена. ну, вообще, изначально, вот, чтобы ты понимала, вот там конструкции. Мгм. То есть это не графика. Мгм. Это реально сваренные железоконструкции, образы оленя. И вот некий образ там, старца такого в виде в шате. То есть вот что-то такое хотелось показать. И мы никогда такое не снимали. Они покрашены в... как она, люминесцентная краска. Мгм. Когда, да. Да, и ультрафиолетом подсвечены. И вот мы хотели поэкспериментировать, что из этого выйдет. Это с точки зрения технической. С точки зрения драматургии, ну, мы знаем, что и реальные истории есть. У нас, кстати, водится такой гриб, который мы попытались сделать. Это мухомор, ну, не красный, как-то на кавказский мухомор какой-то называется. То есть это не то, что показать его какие-то, знаешь, наркотическое опьянение. Нет, человек от болевого шока, от обезвоживания, он в принципе может галлюцинации получить. Но так как мы вот много общались, мы вообще хотели ему ногу раздробить, чтобы он ее камнем раздробил, Класс. отрезал, как 127 Да. часов у нас был референс, то есть какие-то истории были, потом думаю, мне слишком жестко, технически сложно. Вот спасибо нашему гримеру, она сделала крутой грим, вот мы сделали такое решение, это на месте тоже какие-то вещи придумались, ну, тоже пойдет. Ну, тоже так. Как бы такая рана, знаешь, не смертельная, Ну, в принципе, серьезно. выжить можно, но чем дольше ты находишься без как бы помощи, тем тебе сложнее, только вот какие-то экстремальные вещи могут твое тело как вот смобилизировать, это поэтому там он и в реку падает, чуть-чуть в себя приходит, там и волк его чуть-чуть дает ему вот как бы не терять надежду. То есть и трип в каком-то плане, это знаешь, как хотелось показать это, вот там и сны были его. Да, Есть и же вообще как вот этот бы, ворон, это же как бы да, тоже и это мир тоже, мертвый да, соединяет, да. и живых. Это все тоже вот, если с точки зрения мифа, мы же все видим какие-то вот предчувствуют все равно Да-да-да. человек как-то. Плюс это и темой всей пропитано, не то, что Осетия, весь Кавказ, это у нас кажется, только ленивый к гадалке не ходил. Мгм. Там вот даже это там, ну, это мы все тоже понимаем, более-менее, и как бы вот, вот по себе знаю, там, и мать рассказывала, особенно в горах, это все очень чувствительно, кого не послушаешь, там я в горах кого только не видел, от святых до не святых. Мгм. То есть, и вот этот момент тоже, он как бы для нас работает, типа, все равно незримое присутствие кого-то. Плюс еще вот какой-то вот в этом состоянии он там без еды ползет, что он там найдет, ну что он листья кушать будет, нет, ну единственное, что может быть съедобным, это вот такой гриб. Охотиться, ну он уже Уже не может, поохотился, да. как бы там не факт, что и ружье бы уцелело. Мгм. Ружье, кстати, нам сделал тоже наш друг Артур Бизиков, который сделал многие арт-объекты у нас. Вот он его сделал. Это реплика Блейзера. Оно, кстати, настоящее тоже есть в кадре, где он его берет. Это вот реальное ружье, реального охотника. Тоже нам помогли. Им всем благодарность. Рафтинг тоже помог. Ну, нам много кто помогал. Как и в Карце тоже нам, когда дом,
где мы жили, группой, и вот в Горной Корце снимали, когда пацаны поехали, зашли просто в дом, говорят, вот, хотим кино снять, что-то. Типа, много денег нету, что-нибудь заплатим. Она говорит, какие деньги? Яблоки, говорит, хотите? Она говорит, какие деньги? Что в горах, говорит, горцы не остались. Нам просто нас поселило. То есть где-то что-то как-то общими усилиями вот так это все случилось. Опыт интересный, кстати, такой. Да, не без нервов, я скажу. Моменты есть. Вот второй Но момент это же- технический. Фильм немой, но там нет ни секунды тишины. Там постоянно какой-то звук ручья, животных, и это очень сильно давит. Вот ты сидишь, и вот Да, прям звук а без ещё- остановки идет. Я еще хотел его вообще черно-белый сделать, чтобы он вот как в лучших традициях артхауса, как у Бергмана, прям давил на тебя вот так, чтобы вот тогда, мне кажется, я бы все вот эти авторские вкусно-сладкие фестивали бы покорил. Ну, может, сделаю режиссерскую версию. Но опять же, мы когда его монтировали, да, мы понимали, что все на звуках. Звуки тоже писались, конечно. Да, в лесу звук тишины, это постоянно что-то скрипит, что-то шумит, ветер дует. И, кстати, Илье Братчику огромное спасибо, так как у нас звук, половина звука потерялась, неважно как, по каким-то причинам. Мы в какой-то момент поняли к концу монтажа, что у нас половины звука нет, и пришлось многие вещи заново прописать, и вот нам старый наш друг Аксакал, вот он говорит, сделаем, и вот за месяц он буквально спас этот материал. Конечно, если... понимаешь еще в чем прикол? Это же грантовая тема, нас еще сроки гранта сдерживают. Поэтому мне тяжело какие-то фидбэки давать, оправдываться, потому что те задачи, которые мы ставили, мы их выполнили на 150%. То, что это сегодня еще нам приносит какие-то приятные, как бы так сказать, моменты в виде каких-то там участия в фестивале, каких-то наград, какой-то оценки, тоже хорошо. С точки зрения того, я понимаю, что фильм не должен всем нравиться. Он мне не нравится в каких-то моментах точно так же. Но это потому, что я знаю, что я не сделал или что бы я переделал. Но это такая тема. Я считаю, что если фильм всем нравится, то либо ты всех купил, либо вокруг тебя одни лицемеры. Если он никому не нравится, то либо ты что-то еще не научился делать, либо не твоя профессия. А если кому-то нравится, кому-то не нравится, пожалуйста, вот у вас прекрасный повод пообщаться. Вот когда мы поставим себе сделать идеальное кино, тогда можно будет общаться. Так на дереве нет двух идеальных листиков. Поэтому кино тем и хорошо. Всегда будет есть куда расти. Я не знаю. Я, опять же, мне тяжело мыслить категориями, там, вот опять же, принятыми в творческих кругах. Я другой вообще. И Людвиг другой. То есть, он вообще мечтал стать футболистом. Я там мечтал вообще сперва стать врачом, потом строителем, потом хотел во французский легион поехать, потом хотел, меня 5 раз в армию не взяли, болел разведкой, вот этой военной романтикой, полковник Санти, там, Ким Цаголов, короче, куча Мильзехов, и ты изучаешь, читаешь какие-то вещи, тебе еще старики в детстве это все рассказывают, ты думаешь, да, это вот круто, но жизнь так складывается, что, и поэтому нам, допустим, мы как слон, ворвавшийся вот в эту Посудную индустрию. лавку. Да, то есть нам говорят, мы не знаем ваших правил, мы как понимаем, как умеем, так мы просто делаем, потому что нам нравится, и то, что мы можем, как мы можем. Поэтому мне вот это все оценивать очень тяжело. Я могу лишь как зритель оценивать, я не буду себя мучить. Если мне нравится, я смотрю, если мне не нравится, я не смотрю. Если меня спрашивают, я скажу. Если я знаю. Если меня не спрашивают, а что я скажу, если я не знаю, для чего? Если мое понимание вопроса на что-то повлияет, я его выскажу. Если оно ни на что не повлияет, что мне свое мнение выразить ради мнения, что я вот знаю столько. Я просто скажу, давайте делать кино, как можем. Да, конечно, круто было бы, если бы это обретало там более
ну как сказать, выходила за рамки и республики, и за рамки России. Почему российский кинематограф, там великий советский кинематограф забирал этот Оскар, там великие советские фильмы, на них по сей день великие американские режиссеры учатся, всеми нами любимый. То есть мы любим Тарантино, а Тарантино любит «Войну и мир» Бондарчука, условно говоря. А мы, вот спроси сейчас из кого-нибудь, кто смотрел фильм «Войну и мир»? Все. Нет. Аудитория 18, ниже не буду брать, там 12. А кто читал, можно спросить в Это, таком это случае? вообще, нет, ну мы же сейчас чуть-чуть Ну в да. цифровую эру Ну живем, да. поэтому спроси, вот я, когда показы были, я ребятам включил «Отец солдата», зумеры и эти, как они, альфа сейчас поколение, зумеры и альфа плакали. «Отец солдата», я его смотрел с детства, вот каждый год на каком-нибудь из телеканалов, когда там особо каналов не было, показывали все эти фильмы. Мне они и тогда нравились, и сейчас, и с годами ты еще больше, глубже что-то новое находишь в этом кино, что-то замечаешь, что ты тогда не замечал, ну, будучи подростком или ребенком. Они плакали, блин, говорят, это что за фильм? Я говорю, это «Отец солдата». А кто-нибудь сделает что-то похожее, как «Освобождение Европы», там Озерова, или фильм «Бег», я не помню, кто режиссер. Или, да, я сейчас начну перечислять по жанрам, там вообще сломаешься. Нет, у нас есть вот какие-то мейнстримные. У нас в России есть довольно-таки хорошие режиссеры, которые снимают, кажется, простые фильмы, типа Быков. Ну, «Дурак», «Майор», «Завод». Хороший режиссер был, пока я не посмотрела 2 серии сериала «Метод» и выключила. Это отвратительно. Это очень плохой сериал получился. Ну, по первым 2 сериям точно. И это смотреть невозможно. Но сериал очень популярен. И сериал популярнее, чем те фильмы хорошие, которые были у Быкова до этого сериала. Как так? Я вот этого понять не могу. Есть режиссеры, есть продюсеры. То есть все фильмы, которые тебе нравились, они все равно более режиссерские. То есть Быков там искал себя. Ну, то есть каждый режиссер ищет себя, прежде чем его позовут на какой-то крупный там индустриальный проект. Опять же, не у каждого получается, много нюансов, мы их озвучивать не будем, что, ну, то есть завод, который создает долгий, длинный контент, развлекательный контент, вот этот завод, это чуть-чуть другое. Быков Майкл Корлеоне, он был против этого, а стал этим. Не, ну, ты знаешь, я вот, допустим, не считаю, что художник должен быть голодным и всю жизнь страдать, как Коста. Да. Так я тоже так не считаю. Понимаешь, ну, людям надо все равно как-то кушать и содержать свою семью, это нормально. Но у нас капитализму 30 лет, и кто бы как, пусть на меня не обижаются, это как 3-летний ребенок, то есть конкистадорам, там, средневековье, вот этим тамплиерам, всем разбойникам, которые там грали, искали золото, им около там 150-200 лет понадобилось, прежде чем появилась фамилия Медичи, которая в Микеланджело с 14 лет вкладывала, просто, то есть вкладывались, то есть они поняли, что их не, как президент России сказал, на 2-3 поколении все деньги заканчиваются. А они не заканчиваются только в том случае, если ты после себя монетизируешь это в своих младших, развиваешь что-то для них, прививая. Конечно, в свое время итальянское кино было, ну, итальянские режиссеры просто камня на камне не оставляли. Но эти люди родились в Риме, там, в Италии, где там человек самый необразованный выходит, он в музее живет. Ну, то есть ты вышел, у него уже вкус есть. Вот он родился, и у него уже вкус. То есть он видит эти все великие произведения искусства, хочет он того, не хочет. Это ну, его еще, обыденность. Типа Висконти люди, они аристократы. Нет, это его обыденность. Просто они вот ходят, это обыденность. А у нас, ты понимаешь, вот так резко ворота открываются.
вседозволенности, и человек еще даже адаптироваться не успевает. Вот он вот как в охотнике. То есть вот ему надо, и вот он даже не думая там, ну то есть это вот это пасти. По-русски я не знаю как, анафензинат. Вот проблема наших бед всех. Анафензинат и глупость. То есть нужно образование и воспитание, чтобы вот мы так стремимся выглядеть хорошо перед кем-то, что очень плохо выглядим в зеркале потом, знаешь. Вот, опять же, не осуждая, вот просто это вот каждому свое, наверное, сейчас время такое. И вот и Охотник тоже об этом, и Коста, наверное, об этом писал. На самом деле у Коста много каких хороших произведений. Вот его стихотворение «Владикавказ» почитаешь, как будто вот про сегодня. Да, вот как на Валдае сейчас Путин прочитал всех Пушкина, то же самое. И у него то же самое. И это все мы. И ничего не поменяется, ничего с неба не упадет, пока ты сам не начнешь двигаться. Вот мы как можем двигаемся. Никому ничего не должны, ни у кого ничего не просим. При этом в «Охотнике» много всего красивого. Например, мне очень понравилась сцена, где он сидит в пещере, которая в скале. Да. А где это все снималось? Это Дегорское ущелье. Дегорское ущелье. Да, это место нам показал наш друг Гергич. Это называется Ахсар-Гардисов. То есть, по легенде, это Уастаджи плеткой своей рассек этот каньон и копьем пробил эту пещеру. Я так подробно, красиво не расскажу. Но там были причины. Он говорит, если говорит так, то пусть будет вот так и вот так. И там пещера, она реально, как будто она внутри, как будто след от копья. Вот так она сужается именно очень ровно, очень. А вы прям в ней были? Да, это он там. Я думала, вы просто сняли отдельно его и отдельно. Нет, это прямо оттуда мы там и снимали, и с ноги он вытаскивает. Это с дрона снималось сюда? Да, это с дрона. А внутри мы туда снимали. Это все там. Класс. И из-под камней он в этой расщелине. Просто там потом аккуратно надо было спуститься, чтобы в пещеру попасть. Достаточно опасно. Там как будто... Я еще не поняла, как вы в него попали. Там такой склон справа. И вот ее надо вот так... Ты ее вот где Задолеский, вот этот, как бы... Ну, ее место, вот где она детей типа спрятала, это там наверху. Так надо уходить налево, потом ты по склону так обходишь сзади. Ты, то есть, с того конца расщелины заходишь туда. Не с лицевой, грубо говоря, стороны. То есть, с лицевой не поднимешься, да. с вниз. Да, и вот туда Беркута поднимали на руках пацаны. Несли его. Еще мне нравится, что все равно вот во всех фильмах, которые снимают Устин, вот эта мифопоэтика сохраняется. Вот у нас образ ворона, как вот смерть, которая его преследует за ним, и образ волка. Вот у меня вопрос с волком. Можно? Давай. Вот в конце... можно спойлер? Да. В конце герой, как бы, получается, он с этим волком уже борется. А до этого ему снился сон, где он тоже видел этого волка, который на него охотится. То есть, и они ложатся в одинаковую позу и умирают. И как нет? А я не знаю. Они не умирают? А это тоже не знаю. То есть, там финал вообще должен был быть другим. Волк, это же он сам? Нет? Не знаю. Ну, честно. Потому что как хороший писатель. Вот я не знаю, что не, там. ну вот смотри, вот смотри, в чем проблема. Там вообще изначально другой финал задумывался, просто у нас не получилось его снять. Мы хотели, чтобы они по разные стороны реки уходили уже раненые друг от друга. И вот глазами Беркута вот так камера должна была отдаляться, и потом и Беркута. Ну, такое технически у нас не получилось сделать, поэтому получилось. Ну и плюс еще, я же говорю, животные перестали быть управляемые, поэтому пришлось импровизировать на месте. Я не знаю, он умер или он просто осознав, просто вот лег, они вот как бы и тот хищник, и этот хищник, и как бы они в одинаковом положении. Очень маленькие перед этими горами. Я не знаю. Все, кто смотрят, вот это мне и нравится. Это как Большой Лебовский. Одним нравится, другим нет. И здесь то же самое. Для одних он умер,
а для кого-то он, наоборот, не умер. Мгм. И я думаю, значит, что-то в этом получилось, раз так. Э, Прям что-то конкретное не задумывалось, это уже по ходу, опять же, я же говорю, наверное, самые лучшие творческие решения происходят, когда у тебя очень большая куча проблем и сложностей. И тогда ты начинаешь доставать все, что ты знал, чтобы вот в данный момент времени решить какую-то Вот ситуацию. были бы вы хитрее, вы бы сказали: "А вот я так и задумалась, а вот вы гадайте". А я же не хитрый парень, я же себя же не обманешь. Мгм. Ну, как есть. И я думаю, ну да, можно там накинуть, как говорится, для красного словца. Но опять же, нет пока таких задач. Не знаю, я вот вообще хорошо, что... Я всегда так говорю. Надо с процесса получить удовольствие и потом радоваться, что этот процесс закончился. Он закончился. Слава богу. Да. А, Были ли у вас какие-то визуальные референсы? Потому что я буквально помню, что в 22-м, кажется, году, нет, в 23-м вышел фильм «Досуги Хамагути. Зло не существует». Вы не смотрели? Блин, не знаю. Может, Ну, смотрел. У меня просто столько всего смотрю, что я там даже не вообще этот фильм запоминаю. изначально задумывался как просто визуальный ряд для некого композитора. Оно должно было на заднем фоне идти. Там очень много кадров природы. Это нигде они в лесу, два чувака, Нет, там живет отец с дочкой где-то в японской какой-то провинции, А. деревне, и туда приезжают коммерсанты и хотят что-то строить, глэмпинг, и это нарушает экосистему этого места. И вот там история отца с девочкой, и там очень непонятная, неожиданная концовка, но это о природе. А почему называется «Зло не существует»? Ну, как я это поняла, потому что у природы нет понятия «зло». Вот, то есть она как Ну может да. тебе что-то хорошее дать, так и может она тебя и убить. Вот Ну там, да. допустим, животное убивает человека. И вот зло не существует для природы, имеется в виду. Ну я ж правильно тогда угадал. Ну да, и я вот поэтому увидела даже некоторые параллели, и поэтому спрашиваю, не смотрели ли вы этот фильм? Нет, этот не смотрел, но это как у природы нет плохой погоды. Как по-моему, Фреско так говорил вам, говорит, вы, говорит, любите белок, а змей вы не любите. Вы, говорит, любите там море, а цунами вы не любите. Значит, вы не любите. Мгм. Вы любите комфорт. И вот последний вопрос я Наверное, задам, так. который... Спросить, какое вы любите кино, это как бы глупо, поэтому я спрошу по-другому. Вот есть ли какой-то фильм, который вы бы хотели, чтобы сняли его вы? Есть, но он еще не снят. Хорошо. Ну нет, это тяжело, я никогда так не анализировал. Мне просто нравится. Вот у меня такое бывает. Я посмотрела кино, думаю, блин, вот я бы хотела снять такое кино, если бы я была режиссером. Мне очень много фильмов, я даже не могу выбрать. Мне когда говорят любимый режиссер, блин, ну мне каждый нравится. Мне, допустим, нравится Мел Гибсон как режиссер. «Храброе сердце», «Апокалипсис», да. То есть мне нравится, допустим, как режиссер Клуни больше, чем как актер. Мне много режиссеров нравится, и это круто. Я чисто вот, я понял для себя, я неореалист в жизни. То есть я кумиров себе не создаю, их нету. Ну, мне если нравится что-то, круто, можно чему-то научиться, либо нет, не нравится, не хочу этому учиться. То есть я даже и к своим работам так, наверное, опять же, это повезло, потому что я не из кино. Это вот как спортсмены говорят, ты сегодня победил, завтра начинай сначала. Вот, наверное, вот это заложено, это вечное путешествие. Считаю, профессионалы это те, кто остановился. То есть уже те, кто не остановился, они учатся еще, значит, они еще ученики. Вот пока нравится, надо учиться, пробовать. Я не знаю. Реально, конечно, хочется, чтобы эти процессы ускорились, чтобы кто-то, как говорится, стал рядом или за твоей спиной. Ну, раз нет, ничего страшного, сами подвигаемся. Может, мотивируем других, может быть. А над чем сейчас работаете? Сейчас? Ну, сейчас особо так отдыхаем по факту. Но есть там в перспективе у нас некоторые проекты. Альманах хотели сделать, тоже думаем пока. Надо выбрать. Опять же, как мы двигаемся не по желанию, а по ситуации, по возможности. То есть также вот что-то геймдизайном увлеклись. Сейчас надо понять тоже, как игровая анимационная индустрия работает. Вот это изучаем. А так,
Сценариев-то куча. Были бы ресурсы, мы бы хоть каждый день их снимали. Пока их нету. Надо собрать вокруг себя идейных ребят сперва. А их пока мало. Мы в конце выпуска всегда советуем посмотреть у этого режиссера, что еще, и почитать у этого писателя, что еще. У этого это у тех, кого мы обсуждали. Здесь, наверное, сделаем по-другому. Не смотрите наши фильмы. Да, себя Вы советовать их не странно. найдете. Поэтому посоветуйте, какой фильм посмотреть нашим зрителям. Блин. Вот из недавних, то, что вам понравился. Вот, Фильм или сериал? можно и то, и то. Но я очень сильно вот давно в кино не был. Я Формула-1 прям мне очень сильно. Давно такого мужского кино не было. Ну, именно такое. Просто вот чисто вот как в детстве ты раньше смотрел что-нибудь типа «Форсажа», «Рэмбо». Вот. Ну, я кайфанул, не знаю. Из такого прям. Из такого уникального, я не знаю, блин. Я бы сериал посоветовал посмотреть. «Предложение». Или «Киностудия», вот из последнего. Про индустрию вообще. Киноиндустрию, кому интересно. Ну, смешно. Кому-то будет. Я не знаю, честно. Вот очень много фильмов. Вообще советую смотреть классику мирового кино и советского. Реально, если люди хотят получить какие-то... О, я знаю, что я всем советую смотреть. Знаете, какой фильм? Посмотрите. Советский фильм с Андреем Мироновым. «Человек с бульвара Капуцинов». Вот, и внимательно послушайте то, о чем там говорится. И вы поймете, где мы сегодня живем. Вот, это, и там и трюки есть. Там и ковбоев советские актеры сделали лучше, чем сами американцы делают. И там и технически уникальные решения. Ну, актерская игра там. Боярский, Табаков. Очень круто. Это и мюзикл. Они, короче, вот комбо сделали. Вот это пушка фильм, на самом деле, для меня. Хорошая точка. Да. Спасибо вам, что пришли. Вам спасибо, что позвали. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока.